Декларация, в которой провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от расы, пола, возраста или вероисповедания, была принята в далеком 1948 году 10 декабря. Сегодня она переведена на более 500 языков и диалектов, а уполномоченные по правам человека есть в каждом субъекте страны. В Ингушетии эта должность существует только с 2003 года, но и за 20 с небольшим удалось добиться внушительных результатов, в частности в уходящем 2024. С января 2024 года в мой адрес поступило 1739 обращений граждан, тематика которых является широкой. Из общего количества рассмотренных обращений установлено нарушений прав и восстановлены права заявителей по 411 жалобам. Тематика обращений, поступающих в аппарат, разнообразна, от нарушений уголовно-процессуального законодательства до нарушений социальных прав инвалидов на получение пенсии, жилья и не только. По-прежнему остается высоким показатель, связанный с обращениями о нарушении прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания за пределами нашего региона. Это жалобы на условия содержания и медицинское обслуживание. Большое количество обращений поступает от родственников граждан, отбывающих наказание, с просьбой об их переводе в учреждения исполнения наказания, расположенные в регионах СКФО. Одно из последних обращений в аппарат уполномоченного было от жительницы Назрани. По словам пенсионерки, ей неправомерно начислили долг за газ более 150 тысяч рублей. По существу жалобы заявительницы я обратился в Государственную жилищную инспекцию республики. В ходе проверки по моему обращению Госжилинспекции республики было установлено, что начисления по лицевому счету пенсионерки производились необоснованно, без учета фактических показаний счетчика. Впоследствии нарушение было устранено. С лицевого счета пенсионерки списана сумма в размере 145 тысяч рублей. Особое внимание аппаратом уполномоченного уделяется вопросам дополнительных гарантий военнослужащим, участникам СВО и их семьям. Не только защита прав человека, но и содействие правовому просвещению. Одно из направлений работы аппарата – это юридическая помощь. В этом году было проведено 17 совместных приемов граждан, в том числе ежеквартально с первым заместителем прокурора республики и президентом Адвокатской палаты республики. На постоянной основе осуществляются юридические консультации граждан при личных приемах в месте расположения аппарата уполномоченного в городе Магас, в ходе выездных приемов, а также по телефону горячей линии. Ежегодно в образовательных учреждениях республики проводятся открытые уроки права человека, а для граждан пожилого возраста – правовые марафоны для пенсионеров. Сегодняшняя дата – это напоминание о том, что права человека должны быть защищены и соблюдены для всех. Основная задача нашего института остается всегда неизменной – добиться для каждого обратившегося к нам гражданина должного внимания к своей проблеме. В этот праздничный день хочу пожелать всем жителям нашей республики благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне. Важно, чтобы нарушенные права восстанавливались, поэтому работа в этом направлении никогда не прекращается. Тамара Хшагульгова, Молдгирь Ахильгов, Магас 24.